Здравствуйте! Сегодня мы находимся в гостях у председателя русской общины Якутии и Ассоциации подросток. Подголов Александр Григорьевич является обладателем уникальной коллекции головных уборов разных народов. Александр Григорьевич, поделитесь с нами вашей коллекцией и историей про нее. Катя, ты только не добавила головных уборов народов мира. Точно. Мира. Вот это. Ну, а если уже начать рассказывать, как она была создана или почему я начал собирать, то начать придется вот с этой небольшой шапочки. Вот она, еврейская. Ее в подарок мне привез Сергей Егоров. Наверное, его многие знают, который играет в ансамбле, гитарист. По-моему, сейчас занимается биржей труда молодежи. И я ему помог съездить на молодежный форум в Биробиджан. И вот он мне в подарок привез вот эту еврейскую шапочку. И эта еврейская шапочка у меня стояла, ну, подарок. Потом мне очень много дарили еврейских шапочек, но я эту не мог оставить, потому что она является первой. Вот. А после этого, второй я тоже помню, что это стало вот бордовая шапочка. Это турецкая. Вот, да, вот турецкая. Это стало вторым экземпляром. К сожалению, даже не могу вспомнить фамилию, кто мне это подарил. И они стояли, вот эти две шапочки. И потом вдруг возникла идея, почему не стать мне коллекционером головных уборов, потому что на самом деле я, в общем-то, и не встречал людей, которые бы это делали или коллекционировали. Вот так вот потихоньку с 2008 года я начал собирать головные уборы именно народов. И сколько же их у вас сейчас? Ну, вот здесь она постоянно, цифра меняется, это около 80 головных уборов. Но если бы я все головные уборы, которые мне дарили, если бы я их все оставлял, да, ой, наверное, бы перевалило за много. Вот, Катя, видите, рядом с вами головной убор? Вот это да, таиландский, да. А так как это Таиланд, это один из самых популярнейших курортов, да, мировых и очень популярных в нашей республике, мне столько головных уборов подарили из Таиланда. Ну, я не мог же людям отказать. Люди везли, знали, что у меня коллекция, и они привозили, дарили, и ну, у меня, по-моему, штук 20. А расскажите какие-нибудь интересные факты, связанные вот с пополнением вашей коллекции. Что-то прямо вот прям особенно оригинальное. Очень многих можно рассказывать. Ну, я, например, хочу рассказать об одном из главных инвесторов, да, моей коллекции. Это Алиш Забит-Аглы Мамедов, почетный гражданин Республики Саха-Якутия, директор Соколовского цементного завода. Вот. Мы с ним оказались, когда я был министром спорта, в Баку. И я ему все время говорил: Алиш Забитович, свози меня, где продают головные уборы, я же нахожусь в Баку, мне надо что-то купить, мне надо в мою коллекцию. Он очень долго тянул, а там есть старый город. И вот мы приехали, у нас там, мы ходили, смотрели везде, и он мне говорит: посиди. И вот пока я сидел, и он выходит вот в этих двух головных уборах, именно вот там, где, помните, где снимался фильм «Бриллиантовая рука», и где подскользнулся Никулин, черт побери там, ну вот это все, да. И там Алиш Забитович мне вот принес два головных убора, именно азербайджанских и Баку. Видите, каракулька, вы такая папаха. Потом я когда цену посмотрел, дорогие. Поэтому... Серьезно? Да. А если уже там о других еще каких-то головных уборах рассказывать, другой мой главный инвестор, и который больше всех, наверное, сделала подарков, это Ольга Валерьевна Балабкина. Вот она, я сейчас даже не могу вспомнить, сколько она мне сделала, но, по-моему, больше 5 головных уборов она мне подарила, и они все оригинальные. Вот особенно вот этот, да. Вот тут вот его поближе можно показать. Вот. С денежками, тяжеленький. Это чувашский головной убор. И... А вот я вижу у вас испанский головной убор. Неужели вы были тореадором? Покажите его. Вот, да, вот, головной убор тореадора. И подарила мне его Яна
Угарова, тоже вот известный журналист, издатель журнала своего. Вот она была в Испании, мне очень приятно, что она помнила, и она мне привезла вот именно головной убор Тореадора. Вот А так. в Индии, наверное, вы тоже были? Нет, в Индии я не был. В Доме дружбы народов танцевали. И в индийской вот этой шапочке ходил молодой человек. Я ему подхожу и говорю, у меня вообще, говорю, есть коллекция головных уборов. Я говорю, я, наверное, никогда не побываю в Индии. Вот. А он говорит, без проблем, Александр Григорьевич. И дарит. Вот этот головной убор, да. Саамский. Северный народ. Они к нам приезжали из Норвегии. И там была женщина вот в этом головном уборе. И я тоже к ней пристал и сказал, что вот в моей коллекции просто будет, вот ну нету. И когда еще я встречу женщину-самку, которая мне подарит головной убор. Короче, я ее убедил. И она вам подарила. Она мне вот подарила вот этот головной убор самский. Вот он. Потрясающе. А вот я вижу, вот здесь представлено очень много тюбетеек. Наверняка они тоже из разных уголков. Все это мусульманские. Очень разные. И узбекские, и таджикские, и чеченские, и ингушские, и из других народов. Вот мне очень трудно про все рассказать. Вот здесь вот, ну, очень их большое количество. Единственное, конечно, это не тюбетейки. Вот это, я помню, это мне подарили татары. Вот он, татарский головной убор. А вот этот головной убор, это я его приобрел и купил в Черногории. Ну, это не тюбетейка, но она похожа. Александр Григорьевич, а скажите, пожалуйста, вот я вижу около вас, ну, на мой взгляд, это какие-то платки или шарфы, или это тоже головные уборы? Нет, И откуда они? Да, по большому счету это тоже головные уборы. Вот это платок, или не платок, головной убор индонезийский. Мужской. Вот. Как он правильно носится, честно говоря, я не знаю, надо посмотреть. Ну, вот такой вот мне подарили. Это подарил сын моего друга. Он был в Индонезии и тоже вот вспомнил, очень приятно, и привез мне. Вот. Вот это из Греции, при этом это тоже мужской головной убор. Как бы это странно ни казалось. Вот. И ему подарил Сергей Аркадьевич Новоселов, вот наш оператор. Это Афганистан, афганские. Их называют по-разному, пуштунка. Это относится, можно носить отдельно, а можно с этим, а можно на шее. Как хочешь, так и носи. Вот их у меня вот таких 2 штуки. Вот, ну и все это называют арафатка или еще как-то. Я несколько раз, честно, пытался одеть, вот и как-то не получается. Это мне подарил заслуженный тренер России по боксу Шитик. Ну, поскольку вы упомянули манекен, почему именно вот этот головной убор у вас на манекене? Вот этот картуз мне подарил, я стал совсем недавно, я стал членом региональной общественной организации коллекционеры Якутии. И вот этот головной убор мне подарил Анатолий Хохолов, член правления. Вот такой, он настоящий, очень древний, конечно, выглядит не ахти, но зато настоящий. Выглядит древним. Да. Ну, а русские головные уборы? Конечно же, есть и русские головные уборы. Это, конечно же, кокошник. Вот кокошник, я его приобрел в Москве. Вот такой вот, мне кажется, очень красивый. И вот такой другой кокошник, другой формы. Вот такие вот русские кокошники. Ну, есть еще другие стилизованные шапки-ушанки. Мне тоже дарили русские, но я не знаю. И есть казачье сословие, да? Это кубанская и донская. Папаха, это вот папахи казаков. Вот то, что касается русских и славян. Очень интересно. Ну, а вот здесь какие головные уборы? Расскажите про них. Ну, вот здесь головные уборы, вот, это не просто шляпы, это шляпы именно ковбоев. Все думают, что ковбои есть только в Америке, в Соединенных Штатах. Ничего подобного. Потом я узнал, вот это головные уборы американские.
австралийские. Вот, австралийские, там прям африканские. И вот еще один головной убор, это венесуэльский головной убор. Его мне привез Джабаев Равкат Бакиджанович с Венесуэлы. Ну вот, к сожалению, его тут моль подъела. Ну ничего. Не выдержал проверку. Да. А вот здесь? А это европейские головные уборы. Ну, я их оставил, потому что их люди везли из этих стран. На самом деле, скорее всего, это головные уборы футбольных болельщиков. Наверное, это видят, например, Похоже. да? Да, вот, например, Великобритания. Я не помню, чтобы кто-то ходил. Вот, да, вот. Много таких можно встретить, вот когда смотришь футбол, вот да, Англия. И вот такая же шапка немецкая, ну, тоже футбольных болельщиков. Но мексиканскую шляпу навез Да, вам вот человек. это очень тоже интересно, так получилось, мы ехали, то есть летели с одним молодым человеком вместе в самолете, разговаривали, он мне рассказывал, что он побывал в Мексике, и что везет оттуда головные уборы, сомбреро, прочее. Я ему взял и сказал, и похвастался, что у меня есть такая вот Большая коллекция. большая коллекция головных уборов, и что нет у меня там сомбреро. Каково же было мое удивление, когда через пару дней я прихожу в подросток, и там меня ждет сомбреро от этого человека. Вот так же ко мне и попало, я даже до сих пор не могу знать, мне попала вот эта шапочка с Ямайки. Тоже люди пришли и передали, говорят, передайте в коллекцию под голову шапку с Ямайки. Я тут прям буквально снимал с головы наших местных киргизов и казахов. Вот они три стоят, и я к ним подходил, говорю, вот вообще я председатель русской общины, почему бы тебе не подарить мне Так свой вкусно. головной убор? Вам сложно отказать. Да, вот подарили. Вот, ну и тут шапки, которые китайские, вьетнамские, камбоджийские. Вот. Три. Александр Григорьевич, напрашивается вопрос, с какого материка здесь нет головного убора? Вот у местных жителей Антарктиды, пингвинов, Да ну, они не носят шапки, они не носят шляпы. а так бы тоже а так- подарили. А так бы, наверное, мне кто-то подарил. Ну, по-любому. Да, потому что с других материков есть со всех Евразии, Америки, и Северной, и Южной Америки есть, и Азии, и Африки, и Европа. Все, со всех. Скажите, пожалуйста, а были ли у вас выставки вашей коллекции? Да, первая выставка была сделана в Илтумен. Потом у меня была выставка-показ. Это мы с Яной Угаровой делали спасательный круг, и там очень известные женщины вот ходили в моих головных уборах и показывали всем, кто пришел на нашу акцию. Кроме этого, потом у меня была в одной из школ города коллекция, потом коллекцию мы еще выставляли в библиотеке. Я думаю, что даже сейчас уже Да. можно прорекламировать вашу будущую выставку, Да, ну, которая будет в я Доме готов, дружбы народов готов. Кулаковского. Да, ДК Кулаковского, я думаю, что В ближайшее время будет. будет представлена вся ваша коллекция. Спасибо большое вам за гостеприимный прием. Но у меня единственное вот сказать, дорогие друзья, вот если вы соберетесь вдруг коллекционировать головные уборы или одежду, надо сразу думать, где ты их будешь хранить, как Как ты за ними ухаживать. будешь ухаживать. Потому что на самом деле я не предусмотрел такие вещи, мне сейчас по большому счету негде хранить, выставлять. Ну и самое главное, что я не могу ухаживать так, как бы этого Хотелось. требовало и хотелось бы. Дорогой Александр Григорьевич, я вас благодарю за то, что вы представили свою уникальную коллекцию. Ну а мы переходим дальше и познакомимся с народными костюмами.